Аламрада Рахимов скоро репортаж даярlajak болотмуз по теме Туркменистанның билим системасы боюнча. В то время, когда Мялика хотели вытащить в Грузию, я тогда жил в Грузии. Аламрад мне позвонил, говорит: Ром, короче, так-то так, я в то время еще с Аламрадом познакомился. Аламрад говорит: можешь вытащить, короче, можешь встретить Мялика. Окей, говорю, я его встречу. Он ехал через Верхний Ларс. Тогда еще беженцы из России наполнили Грузию. Там они стояли в этом в Сухуми, в Тбилиси, в Сухуми, там в Цхинвале, в Верхнем Ларсе. Туда, короче, танки пришли, там большая очередь была. Вот. А я жил в городе Поти. Аламрад звонит, говорит: короче, вот так-то, вот так, нужно спасать паренька. Окей. Gece saat 2'de ben автобуса mindim dani gittim, понимаете? Потидан до Верхнего Ларса с пересадкой на автобусе в 10 часов езды. Он на нейтральной зоне остался. Многие ему толком не объяснили. Я ему говорил то, что если у тебя на границе не пропустят, кричи на английском I'm refugee seeker, то есть я искатель беженца, да, я искатель международной защиты. Они тебя должны пустить. Если не пустят, позвони мне, я, короче, позвоню тбилисскому офису IPHR, и они выйдут туда, в омбудсмен Грузии, и, короче, тебя запустят внутрь. Но этого не сделал. Аламрад ему деньги отправил. То есть он отправил мне на мой счет, на грузинский счет. До этого Аламрад ему оплатил второй университет. Он же во второй университет поступил. Какой бы он путинасосом бы не был бы, этот Аламрад. А я считал себя виноватым, говорю, если бы я месяцем ранее начал бы его процедуру релокации, он бы уже был бы в Польше рядом со мной, блин. У меня не получилось. Я целые сутки плакал, блядь. Я звоню, блин, Аламраду, говорю, у меня gözümden yaş akıtırım, Аламрад. Ben pizdes yaman bolotma. Ha, nime boldu? Aytım, şunu deme özüm vinovat dep чувствовать отман çıkaracak bolup öğrendim. Zaten sen üstünden gülü oturan. А вот у Аламрада Рахимова прям, у него хорошие связи. Он прям берет эту информацию конкретно. До этого, когда вот Мялика украли, я начал ему составлять кейс, там помог ему заполнить анкету, и я IPHR вышел. Вот они, это брюссельская организация. Я пишу им письмо. Госпожа Рэйчел Гасовски, у нас есть такой-то активист, его зовут Мялик Аллаберди Аламрадов, он находится в Москве, то, что этот, я сейчас хочу его вытащить через польский Хельсинский фонд, есть опасения, то, что он может стать жертвой транснациональных репрессий, устроенных со стороны властями Туркменистана. Они получили это письмо, но мне не ответили. Через 2 недели, или через 3 недели, Мяликберди украли. Я выхожу опять же. Короче, кипиш götürdüm. Аламрад знал, но он пока не говорил. Я через 2 дня заметил, через день, по-моему, заметил. Алишера çıktım. Алишера я ему начал поднимать кипиш. Собрали этот кейс, и сразу мне IPHR выходит. Говорит, мы услышали то, что так-то, так-то. А хроники Туркменистана же про это написал. А хроники Туркменистана информацию, говорю, Руслан, мы с ним очень в хороших отношениях, говорю, Руслан, привет, окей. Я ему рассказал всю суть, он напечатал. Хроника Туркменистана тоже сотрудничает с IPHR. IPHR сразу выходит на меня, потому что я же до этого им письмо отправлял. Они на меня выходят, говорят, дай нам, пожалуйста, его кейс. Я сижу где-то за 3 часа, подготовил его кейс и передал. Потом из грузинского офиса Тбилиси Гван Саламая мне в WhatsApp пишет, вот так-то, если есть какие-то дополнительные эти, пожалуйста, предоставь нам. Мы хотим поднять кейс Мяликберди 18 декабря в Брюсселе, когда пройдет заседание по правам человека между делегацией ОБСЕ, короче, и делегацией Туркменистана. И в Затлыке, находясь в России, было очень опасно. Он необдуманно поступил. После этого видеоролика я ему говорю, зачем ты рискнул? Говорю, окей, это твое право, но тебе не следовало рисковать и давать интервью на Радио Свободу, то что как бы это радио, оно считается иноагентами запрещенной организации в России. У них пишет. А понимаете, почему Пазапар Мемет не Пескули Хельсинский фонд хаит? Потому что он марионетка Киаризовых. Он не только на Хельсинский фонд обижен, он и на Фарида обижен, и на Натиева обижен. Понимаете? У него кейс очень трудный, потому что у него российское гражданство. У него есть российское гражданство. Понимаете? В тот момент еще войны не было, ему не дадут политическое убежище, потому что он под этот... У него кейс хороший, но у него есть альтернатива, у него есть паспорт. Если бы он преследовался властями России еще вдобавок, то тогда да. Теперь он, чтобы податься на
политическое убежище, он должен показать антивоенную позицию. Но, блядь, когда война началась, он жил в Грузии. Поэтому у него в Фейсбуке, блядь, эти есть, посты есть антивоенные русские. Во-первых. Во-вторых, туркменская инициатива по правам человека, Мети, ему помогали после того, как он выехал в Грузию, там, понимаете, ему sağlığını varma, pul kömeğe dediler, üyesiz atsız kalanda грант выбивать dediler. Они его поддерживали, у него кейс плохой. Он не смог выехать в третью страну, то есть он не смог выехать в европейскую страну. Хельсинский фонд сказал то, что мы не можем тебе никак помочь. Он нашел себе соратников в виде Кяризовых, которые обсирают Хельсинский фонд. Вот и все. Или тот же самый Чары выходит, видите? У него YouTube канал есть, Ашхабад что-то там. Кем-то что надо. Ашхабад какой-то. Ну, он, короче, какой-то Кяризова тоже рекламирует. Сейчас я вам скажу, как его канал зовут. Туркменистан, Ашхабад, долой паразитов туркменской власти. Его зовут, по-моему, Чары Гурбанов, что ли. Вот я вам сейчас ссылку отправлю. Он тоже там всех хает это Виталия Пономарева, хает Фарида Тухбатуллина. Да, и он ашхабадский сам тоже, блядь, троеболизм устраивает. Говорит, у нас есть лидер оппозиции, соберемся вокруг Кяризова, Он недавно тоже выставил один видеоролик про Виталия Пономарева. Тоже по заказу Кяризова делается. То же самое Нуры тоже кричит, то, что У Нуры, когда спросили, почему ты выехал из Туркменистана, он прямым текстом сказал по экономическим причинам. Он себе дорогу закрыл реально. Он тем же самым подтвердил слово Юлии Серебренник, понимаете? Да, вы думаете, эта информация ОБСЕ не распространяет по миграционным службам дипломатических стран, демократических стран, Евросоюза? Распространяет, естественно. Ко мне Энеджан Салыхова позвонила в Швеции, я помог ей кейс нормально навести в порядок. Вот Энеджан Салыхова позвонила мне, потом Нурмухамед Аннаев, проблемалар. Нурмухамед Аннаев в Нидерландах пытается оставаться. Он должен сказать спасибо Умиду Халсону. Это он, бедный, сидит, помогает всем там находить причины, чтобы они жили там, остались в Нидерландах. Полиция просто его дело даже в суд не передал, потому что Халсон законопослушный человек. Да, у них была там какая-то потасовка, Нуры потом элиндeki karmağı balık karmak bilen Halson'u uran. Nima Umidekaning o'zi bir yumruq uribdi unga, bir yumruq uran Nurga uribdi. Потому что история shuniki. Umid Halson'ning o'yinda karmağını koyup giden Nuri, so'ng Nur aytadi, Umid dedi, "Xo'sh" dedi, 6-cı gün mü ya 7-ci gün mü karmağını getirip versene dedi. Bunun lageri bilen Umid Halson'ning arasında 1,5 saatlik yol velosiped. Bilmaydi. So'ng aydan Umidam menden subota Voskreseniye öz işim var deyen, başka gün eltip beremen deyen. Unda hem eltip beremen, gelip alıp gitmeyen. So'ng uyam aydan o Rozat tutman yağdayım nime zat bat sana aydan Rozat sen özün için tututsana, benim için tutan ya deyen, benim özüm işim var zadım var deyen. Короче, ondan patasovka bolu giden Nuriyem kettarikçi ya. Umidiyem kaçandan ben yüreğine düşüp yüreğine eken. Umidam çıdaman, bir yazık düşündüren, aydan, kança vaxtdan beri düşündürüp gören çıdaman, tekine bir muşt yediren de. Umidam, benim Nuriyem alandan karmak bilen vuru başlayan. Örde Nuri ştraf köp dölüdü Umida karağında. Нуру штраф төлedi, я депортация, потому что Нуру оружие улан. Я вот лично с Кадыровым общаться вообще не хочу. Один ТикТок видел, у меня в Фейсбуке кто-то добавился под никнеймом МСЛМС. И он там выставляет, записи ТикТоков, где он говорит про что-то, а Байка его перебивает, и как Амурат Хадыров говорит, заткнись, я тебе сказал, блядь, заткни свое ебало, когда я разговариваю. Ну я на него посмотрел, говорю, понятно, диктатор, пошел ты нахрен. Пусть занимается своим делом, пусть живет, пусть от меня подальше. Нет, я не хочу с ним вообще связываться. Мухаммед Дюэджи, он мне тоже порой звонил иногда раньше, интересовался Он тоже пустозвонистый, если честно. Климова не бара, он же психически больной же, кахарджа, он не бар, зависть бар, злоба бар içinde. Вот сравните Путина и Климова, да, вот такой озлобленный старикашка. Иклим такой. Иклимов башкалар белән катнашмый.
Розе Курамбаевой, то Роза Курамбаева на меня вышла, там у них были срачики, вот эти вот внутренние проблемы семейные, да, там Рад начал мне этот рассказывать, я говорю, стоп, Роза Курамбаева. Роза Апа говорит, стоп, не вмешивайте меня в свои личные дела. Я начал спрашивать, вы в защите? В защите. Я говорю, спросил, у вас с паспортом как? Нормально. А что вы сидите, говорю? Отправил ей анкету тоже. Я во Вьетнаме один ДВТшник сидит, ему помог анкету заполнить. 4 человек. Я 3 человека туркменских беженцев вытащил через этот польский Хельсинский фонд. 2 гея, один тоже какой-то диссидент, активист в Беларуси был. Я его из Беларуси вытащил, туркмен. Я не гомофоб. Нет, я не гомофоб. Просто да, я поначалу с Турции в Грузию хотел переехать, в тот момент общался, она мне тоже чуть-чуть не понравилась. Может, я гәпләшсәм канадандыгын беләрмен, но первоначальный именно яман впечатление было у Казбарада, потому что у них же был суд, там менің двоюродный кыз Doğan'ым белән, у них был суд, когда мы поехали в Грузию и подавались там на международную защиту, Хамрауль апамың, что Турциядаки судының решениесі керек болды, чтобы прикрепить к ней в кейс, да? А это решение только у этого было, у Дурсултанки было. Дурсултана 3 ай ялварды. Бәр, хайыш, бәр шоны, хайыш сәннән, бәр шоны. Götün ананасты я, блядь, бәрмәді я. Она безбашенная боевая был, молодым. Приветствую всех, ребят. Короче, смотрите, есть новость. Бахтияр Ака, то, что у вас с паспортами все хорошо, это уже прям для нас плюс. Я сегодня отправлю в личку, анкету, и эту анкету вам придется заполнять. И постараюсь выбить для вас гуманитарную визу. Скорее всего, эта процедура продлится, наверное, 1-2 месяца. Вот, детали я вам всем расскажу, где-то через 2 часа. Salam Roma. Normalni medalar yaxshimi, ishlar yaxshimi? Ham salom. Itlar, qizlar. No, bu ham bir nimada rezultat хорош. İnşallah bir men emas, конечно, belki oğlanlara ham shu qizlara ham bir çözüm tapılar deb umid etgan, da. İnşallah. Nasib bo'lsa, bo'lar bir zatlar endi. Так, у кого нету документы, у кого паспорты просроченные, вам, скорее всего, в Польшу попасть будет трудно, но вам придется пооткрывать лисе-пасе. Сегодня мы должны, все созвониться. Hem звоноклашып, гәпләшеп көрмәл, düşünтүрүп бәрәмәл. Паспорты бар, паспорт юк адамлар ям чыгарып була икән. Шуның өчен шуны тайын булыңлар, мен мәңгезләргә звонок итәм шура, групповой. Насчет Хельсинского фонда, это не туркменский Хельсинский фонд, а польский, это вообще другая организация. Onda Polsha bo'lmajaq bo'lsa, Fransiya bo'ladi edi onda. Fransiyadan bo'layman. Zagran pasport bor bizda, yani uzoldilar-da. Shuni aytgandirda bu. Uzoldilar pasport olun uchun qiyinmi uçmoq? Yok, uzaldılan bolsun, bolmasın tapavd. Yok, samı главный pasportun bolsa boldu. Eğer pasportun bolsa tez vaqtın içinde Polşa çıkarıp bolya. Pasport yoklara dinge lise pası açmalı. Dün ol qatı vaqt kanal ya. Şunun için kimin elinde normal dokumenti bar bolsa qıska vaqtın içinde Polşa çıkarmalı. Qalanlarını sonra hem bir zayedip Fransa, Germaniya şu yerlere çıkarmalı. Boldu düşünükli. Onsan ma endi shu qis ko'mak edeymi? Shu Helsinki nimada ishlaymi? Shu Human Rights'da ishlaymi? Kseniya Maksimova degani. Yok Max, garaş men gişlik hemmеңizlere жаңа derin men esende Vietnamda saat neçe bolya? Ay dışarı sale. Боле. У тех активистов, у которых паспорта просроченные, пожалуйста, те, кто трудно понимает туркменского языка, отправьте мне, пожалуйста, в личку свои кейсы. На данный момент я только получил кейс от Liberty, у которого срок паспорта просрочен. Жду ваших кейсов.